Зачем нам нужны компьютеры? О чем говорили на Меджлисе и кто провожал молодых воинов на службу? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Компьютерная зависимость – это новая болезнь, стремительно поражает молодую часть населения, преимущественно подросткового возраста. Хоть это заболевание не имеет ничего общего с инфекцией, но распространяется по миру со скоростью эпидемии. Совершенно без компьютера в нашем современном обществе невозможно, потому что он несет еще и много своих плюсов. Через интернет мы можем социальное служение оказывать. В интернете мы можем быстро собрать какую-то информацию, там есть навигатор. Там 50 плюсов очень много. Но кому-то он служит как инструмент для служения и для пользы, а кому-то он может послужить как ловушкой, которая его может полностью затянуть, и он потеряет смысл жизни. И есть, как недавно я по радио слышал опросы, задавали, кто тебе ближе, iPhone, чтобы ты выбрал бы iPhone, либо какого-то друга. И в каком-то процентном отношении нашлось уже какое-то количество людей, которые сказали, что для меня лучше был бы iPhone, пускай у меня и друзей не будет. Термин «компьютерная зависимость» появился в конце 90-х годов прошлого века. Он определяет патологическое пристрастие человека к проведению времени за компьютером. Это навязчивое желание включить компьютер и неспособность его выключить. Порой человек способен провести в виртуальной реальности от 5 до 20 часов в сутки. И вся беда в том, что компьютерная зависимость не щадит никого, и практически любой человек, и старый, млад, может стать его жертвой. Но самые страшные трагедии случаются тогда, когда жертвой зависимости от компьютера становятся дети. Это явление, компьютерная зависимость, она широкая по своему содержанию. Тут есть зависимости по возрастам, и как и взрослые мужчины, по преимуществу, как оказывается, зависимы от компьютера, играют, просто сидят в сетях, как молодежь тоже там постоянно переписывается, постит постоянно фотографии и прочее, селфи делают. Уже такой род зависимости есть, очень опасно, кстати. Так и дети, конечно, тоже попадают в род уже игровой зависимости, и этих социальных сетей. Компьютерная зависимость у детей развивается довольно быстро. Всего за полгода ребенок может потерять над собой контроль и все свое время без остатка отдать компьютеру. Следствием этого становятся различные психические отклонения. Ребенок теряет навык общения с реальными людьми, замыкается в себе. В дальнейшем без этих навыков ему будет сложно строить отношения с окружающими и занять место в обществе. Сам по себе интернет, конечно, не опасен был бы. Это благо, с одной стороны, для людей. Там можно почерпнуть море информации, любой совершенно. Кратчайшие сроки, сообщаться с любыми людьми, найти людей, необходимость, помощь попросить. Это место для проповеди, есть православный сайт, у каждого прихода есть, у нашего прихода есть православный сайт. Это было бы благо. Но повторяюсь, из-за отсутствия всяческого контроля, как государственного, так и, нравственного, родительского, прочее, это происходит. Ребенок, часами просиживающий перед дисплеем, как правило, мало читает, его интересы сужаются до размеров экрана. Память у таких детей слабеет, они начинают хуже учиться, становятся вялыми, безинициативными. Часто нарушается сон, дети плохо засыпают, нередко снятся кошмары. Дети сидят у компьютеров и воюют с монстрами, которых надо убивать или от которых надо спасаться. Можно сравнить воздействие компьютерных игр на мозг детей с воздействием наркотиков. Даже так называемые умные игры не столько развивают интеллект, сколько закабаляют его.
Они развивают лишь те стороны интеллекта, которые в жизни оказываются бесполезными, так как эти игры всегда помещают человека в сильно упрощенный мир, регулируемый несколькими четко сформулированными правилами, в то время как окружающий нас действительный мир ни в какой конечный набор правил втиснут быть не может. Эти игры не развивают творческую интуицию. Интернет – это как вот лес, в котором нет указателей, нет сторожей, нет контроля, есть полная свобода. И он как сказочный лес, в который человек погружается и может, зачарованный красотами, наблюдая за жизнью там, животных, всего прочего, идти в глубокую чащу и попасть как бы в лапы диких зверей. Или запутаться, погибнуть в болоте. Поэтому, как и в лесу, нужен проводник и четкая цель. Зачем мы в лес идем? Идем мы в лес там, по грибы, ягоды собирать, или с туристической целью. Всегда есть ориентиры старшие и точка направления маршрута и возвращения. Так, конечно, пользоваться интернетом надо было бы так. Даже те же игры можно было бы играть безбоязненно, если бы был четкий лимит, например, контроля родителей. Играем в воскресный день, скажем, вот 1,5 часа, и все. Больше компьютер отключен, больше дети не пользуются. Или взрослый, например, заходит он в интернет, и у него есть четкая цель. Вот то-то, то-то добыть, в интернете то-то написать, сообщить, посмотреть, и все. Никаких побочных, так сказать, шатаний и блужданий по бесконечным просторам сетей. Выводы экспертов неутешительны. Опасность стать зависимым от компьютера грозит каждому, кто проводит время за видеоиграми более 2 часов в день. Я учусь, а так выделяю примерно 3-4 часа в день. Я ищу информацию по учебе, смотрю расписание, на сайтах там, ВКонтакте лазю, в Ютубе тоже. Я сижу на ВКонтакте, в Ютубе сижу на брендшопе. И все, наверное, 3 основных сайта. 21 век называют эпохой информации. Растет доступность информации и ее востребованность. Глобальная сеть интернет предлагает современному человеку огромный спектр знаний, в число которых входят научные знания, доступные ранее в основном учащимся учебных заведений и читателям библиотек. Интернет – это добро или зло? Смотря с какой стороны смотреть. Да, например, в интернете безграничная возможность, то, что там можно найти любую информацию, которая тебе нужна, а с другой стороны, то, что интернет тебя захватывает и как бы засасывает. Там можно найти много разной информации, а с плохой стороны, то, что он овладевает разумом человека, что ли, он как бы теряет личность свою. Постоянно в интернете, агрессивный. Кто долго сидит за компьютером. Именно те, которые не обычные люди, а которые как бы агрессию свою проявляют. Вот им нужно сходить к психиатру, там, провериться. Если бы не было интернета, чем бы ты занимался? Наверное, развивался бы умственно, читал бы больше книг и гулял. Общался бы с друзьями вживую, а не через интернет. Это неправильно, то, что нужно все-таки уделять время реальному миру, чтобы гулять, делиться с чем-нибудь и так далее. У компьютерной зависимости те же корни, что и игромании. Мозг каждого человека снабжен центром удовольствия. Постоянная стимуляция этого центра у лабораторных животных приводит к тому, что они забывают обо всем на свете. Отказываясь от потребления пищи в угоду удовольствиям, лабораторные животные погибают от истощения. Компьютерная болезнь – это недуг, который формируется постепенно. Во-первых, надо какое-то время дозировать, это раз. Потому что нельзя совершенно, чтобы дети отставали от развития так общего. Потом это как бы удобство, в телефоне и навигатор есть. Но не должно быть зависимости. Потому что когда наступает момент, что смыслом жизни для человека становится компьютер, то это уже говорит о том, что люди, родители пропустили. Да еще самое, что и родители сами на это могут, на этот крючочек попасться. Как правило, компьютерной зависимости подвержены люди, которые не уверены в себе, испытывают трудности в общении, неудовлетворенность своей жизнью, имеющие низкую самооценку и комплексы. Проблема-то, конечно, такая социально-психологическая, семейная проблема, зависимости, в смысле, от интернета.
Часто, как вот мы знаем, что взрослые люди, например, зависимы от интернета, потому что какие-то проблемы есть, там, отсутствие работы, или проблемы какие-то на работе. Вот жалуются, на взрослых мужчин жалуются, жены их, то, что приходят домой, там видят уже лысеющий затылок, вот, и все, который погружен там в монитор, и разговор происходит через плечо, не оборачиваясь. Конечно, и дети тоже погружены, бывают зависимые, не только потому, что это модно, потому что все там сидят, потому что это тема для обсуждения, для разговоров. Если не в теме, то уже как бы изгой, уже не тот человек, с которым может быть интересно пообщаться, сколько уровней прошел, какие игры он играет и прочее. Это такая вот тема, на которой строится общение. Но, конечно, это еще прежде всего отсутствие должного внимания со стороны родителей, отсутствие атмосферы любви, заботы, отсутствие общения живого, заинтересованности друг в друге. Вот этой пустоты, межличностной пустоты в семье, конечно, дети бегут туда, где у них есть успех, где интересно, где можно забыться, то есть в игры, в общение, в сети. И там вот, злые силы находят себе, так сказать, в лице, к сожалению, детей, молодежи себе в жертву. Вот это тоже ИГИЛ, да, выводятся, как мы знаем, примеры именно вот, в том числе через интернет. Вот, ну и другие роды печальные картины вот, демонстрируют психологи такой уже клинической формы зависимости от игр, игровой зависимости детей. Еще одна из частых причин развития зависимости – это то, что человек не признан в семье. Родители вечно куда-то спешат. Они занимаются какими-то очень важными делами – карьерой, заработком, своим образованием. Это очень хорошие направления и желания, но дети часто остаются в параллельном мире, их интересы не пересекаются. И ребенок, не находя ответа и отзыва родительского в своих устремлениях, находит, куда тратить свои душевные силы, которые в нем заложены. Он тратит их на виртуальное общение. Конечно, мы, родители, должны понимать, что мы в ответе за детей своих, и нам бы и самим бы не попасться на этот крючок этого интернета, потому что он на самом деле увлекает. Где-то когда-то удобно, где-то можно воспользоваться интернетом, поставить мультфильмы, чтобы они, дети, посидели, дали сделать какие-то дела. Но мы должны уделять, как вот царь Николай II говорил, у него было там 5 детей, и он каждому ребенку уделял час времени, кажется. Сегодня одному часу, другому часу, третьему часу. И так каждый день он с одним ребенком проводил какое-то время, там, либо прогулку, либо какое-то занятие. Вот. Ну, не обязательно брать для себя эту форму прям так вот один к одному. Но мы должны помнить, что надо с детьми общаться со своими. Во-первых, это есть отношения. У тебя складываются отношения. Ты их не теряешь. Это очень плохо потерять отношения с ребенком. Иначе можно потом в один прекрасный момент проснуться, а ты ему просто не нужен. Сначала он тебе постоянно мешал, ты от него отталкивался, а потом приходит момент, когда ты хочешь, и ты нуждаешься в этих отношениях, а ты ему уже не нужен. То, что ты всю жизнь отмахивался от него. Причина – это, может быть, конечно, вот отсутствие переживания ценности вот, того человека перед тобой. Что очень важен для тебя, ценен. Это же тот человек, который будет тебе, как говорит, в старости твоей заботиться же. Тот, который будет стакан теплой воды подносить, будет тебе там суды менять, если так, не дай Бог, произойдет, будет тебе заботиться, за под ручкой водить, но хотя бы из этих побуждений. Но люди живут, как будто живут они вот завтра предстоит потоп. Они думают о будущем, и вот такое ощущение катастрофичности существования, как бы, такое, так сказать, ну, духовное состояние, оно в частности проявляется в таком полном равнодушии друг к другу. Достаточно как бы того же самого компьютера, там, гаджетов, там, одежды, и все, там, съездить на курорт, и все. А нужно именно вот совместное размышление с детьми, обсуждение. Вот. Конечно, все это подразумевает и культуру родительскую, что у них есть духовный мир, что они о чем-то думают, они только молотят где-нибудь на работе, деньги носят домой, не только развлекаются, что они молятся, и у них есть духовные темы, они стараются совершенствоваться в нравственном отношении, возрастать в любви, в терпении друг к другу, учиться заботиться друг о друге, просить прощения, прощать.
И вот это все, конечно, а за отсутствием всего этого и происходит вот такое равнодушие и беспомощность людей в общении. Люди просто не умеют общаться. За отсутствие вот холодности сердечной. Нечего сказать, не можем ничего обсудить, как бы не можем помечтать вместе, да, никуда сходить. Достаточно просто выйти погулять, например, да, погулять, поиграть в снежки, там, побегать, побаловаться, попрыгать в сугробы, пособирать что-нибудь. Но те же родители также в интернете сидят, подавая пример. Они там по телефону там судачат, принимают косточки кому другим, сослуживцам, кому еще. Перед телевизором тем же самым уже не телевизор зло, уже интернет зло стало. Вот, и все вот это вот общая такая печальная картина. Интернет-зависимыми сегодня являются более 10% пользователей сети. Согласно данным исследований, 25% интернет-пользователей приобретают зависимость в течение полугода с начала работы в интернете. Интернетомания приводит почти к такому же разрушению личности, как алкоголизм и наркомания. Детская зависимость от компьютерных игр – это проблема не детей, это проблема родителей, проблема вообще нашего общества, человеческого, вообще человечества современного, бездуховности, отчуждения взаимного и бессодержательности жизни, неумение быть друг другом, непереносимость друг друга, так своеобразная как бы. Вот, неумение любить, по сути. Что можно, так сказать, предпринять нам, как родителям, в такой ситуации? Ну, конечно, прежде всего, вот, настроиться, да, на такой определенный лад общения. Доброжелательный, открытый, ответственный с детьми, заинтересованный, чуткий, и просить все время терпения, конечно, у Бога, набираться терпения в общении с ними, умение снисходить к ним мощам, вот, как-то вот подлаживаться, прилаживаться к ним, вот, не потакать, но вот как-то так стараться отвлекать их, прежде всего, не запрещать, но, может быть, даже, да, отвлекать, не запрещать, но контролировать, да. Вот так понижает ценность этого занятия. Надо просто создать гораздо большую ценность, чем компьютерные игры. Ведь есть же спорт, да, есть игры, какие-то любые домашние игры, можно настольные те же самые, да, в конце концов, тоже интересно могут быть, если только умеют в них играть. Прогулки совместные. То есть это вот нужно себя, конечно, посвятить своим детям. И, конечно, вот при таком усилии это, конечно, не заметит дать свой плод. Но это вот жизнь, это начнется жить вместе со своими детьми. Жить вместе, но не существовать. Чтобы избежать компьютерной зависимости, ребенок должен получать правильное воспитание в целом. Он должен понимать такие вещи, как дисциплина, послушание, родительский авторитет. Нельзя заменять понятие внутренней свободы ребенка на понятие вседозволенности и своеволия. А главное, ребенка необходимо любить. В начале декабря епископ Салаватский и Кумертауский Николай посетил расположение 12-й гвардейской отдельной Кенигсбергско-Городокской краснознаменной инженерной бригады, где поздравил военнослужащих с началом зимнего учебного периода. Я хотел бы всех вас приветствовать и поздравить с началом учебного года. Пожелать всем вам крепости духа, бодрости, здоровья и также успехов в спортивной и военной подготовке. Позже в войсковой части состоялось приведение к присяге молодого пополнения. Молодые воины дали торжественное обещание достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Товарищи солдаты, воины, поздравляю вас с принятием воинской присяги. Это не просто слова, которые мы произносим перед своими сослуживцами, а это и клятва верности Родине, нашей отчизне. И мы сегодня пообещали хранить нашу Родину ценой своей жизни. И это очень важно. Желаю вам в этот день хранить веру, потому что без веры не может быть любви к Отечеству, и без любви к Отечеству не может быть самопожертвования, а без самопожертвования не может быть и армии.
А если у нас не будет армии, то у нас не будет и независимой страны. Поэтому желаю вам душевных и телесных сил, умений, знаний и, самое главное, понимание того, что вы делаете правильное дело. Призвали на воинскую службу молодых ребят. Основная задача моя, командиров, подчиненных мне, сделать из этих молодых ребят в течение года достойных защитников Отечества. С 5 по 7 декабря в городе Салавате на базе комплекса соборной мечети Анаби проходил высокий форум. Выездной меджлис имамов Духовного управления мусульман при Центральном духовном управлении мусульман России, посвященный профилактике экстремизма и терроризма, сохранению мира и стабильности в межконфессиональных и межнациональных отношениях. В нем приняли участие Верховный муфти России, председатель Центрального духовного управления мусульман России, шейх Уль-Ислам Талгат Таджуддин, заместитель председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов и представители администрации города, силовых структур и религиозных конфессий. Состоялся очень обстоятельный разговор. Действительно, это проблема не только Ближнего Востока, не только то, что происходит в Сирии. Попытки привнесения раздора и разногласия среди народов нашей отчизны, это идет уже очень давно. Особенно усилились в конце 90-х годов. Слава Всевышнему, законность и порядок в нашей стране восстановлена усилиями государства, правительства, прежде всего нашего президента Владимира Владимировича Путина. И в Республике Башкортостан мусульманским духовенством и епархиями Русской Православной Церкви проводится огромная работа в доведении слов истины в том, что традиционные религии и конфессии не могут быть источником экстремизма и терроризма. Слово Божие, истина, когда доводится до людей, когда они понимают истинное значение религии и веры, человек никогда не может быть ни экстремистом, ни террористом. От Салаватской епархии в качестве почетных гостей в заседании Меджлиса приняли участие епископ Салаватский и Кумертауский Николай, управляющий делами епархии диакон Кирилл Шибиркин, советник епископа по вопросам религиозного образования, катехизации и теологии профессор Игорь Сыров. Я хотел бы особо в первую очередь отметить то сотрудничество на примере на уровне республиканского, это Верховного муфтия России Талгата Хазрат Таджуддина шейху Ислама с главой Башкортостанской митрополии, митрополитом Уфимским и Столитамакским Ником. И как яркое тому подтверждение, здесь, в городе Салавате, наше сотрудничество с Рамиль Хазратом, имамом Ахундом, Мухтасибом соборной мечети города Салавата и Салаватского округа и Салаватской епархии. И также хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить представителей республиканской власти, а также городской и силовых ведомств за ту помощь, которую вы оказываете. Потому что вот мы порой слышим, что в том или ином случае, как Бог даст, как Всевышний. А между тем, мы знаем народную мудрость пословицы: на Всевышнего надейся, а сам не плашай. Конечно же, без помощи Всевышнего мы не сделаем, но и без помощи и представителей республиканской городской власти или силовых ведомств мы также, наши труды могут быть тщетны. И поэтому нам необходимо сотрудничать. И сегодняшняя тема как никогда актуальна. Это профилактика терроризма и экстремизма. Мы очень много делаем трудов с соборной мечетью в лице досточтимого старшего брата, я всегда его называю Рамиль Хазратом. Очень много проектов социальных. Это очень большая работа с молодежью, а также и с осужденным. Это как нигде и никогда. Это и паломничество
духовенства ислама и православия. И никто, ни один человек или шайтан не смогут этому помешать. Участники мероприятия обсудили вопросы состояния религиозной и межконфессиональной ситуации в России и мире,